Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые телезрители. Мы рады приветствовать вас у экранов телевизоров на телеканале Якутия-24 «Утро Якутии». И в студии сегодня я закончил свой отпуск и снова нахожусь вместе с вами. Ну и наступил тот момент, когда отпуск подошел к концу. Я думаю, что многие из вас тоже вышли на работу. И сегодня для вас мы подготовили, как всегда, самые интересные и актуальные новости. Но о чем мы сегодня будем говорить в нашем эфире? Во-первых, доступность профессий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В столице региона минувшим днем стартовала ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. Сколько всего профессий и кто готов работать с людьми с ОВЗ, поговорим сегодня с нашим гостем в студии из Государственного комитета по занятости населения. Также мы узнаем, почему Золушка была бы рада разработке ученых из Арктического агротехнологического университета. На Ямале разводят овцы-быков, как и в Якутии. Какие у них успехи в этом направлении? А также узнаем, как крошка-енот из Казани обрела новый дом. Реабилитационный центр для детей и подростков реализует новую программу вместе с Росатомом. Что это за программа и кто может на это рассчитывать, узнаем во втором блоке нашего выпуска. Ну а также традиционно мы покажем наши рубрики «Говорим правильно» и «Книжная полка». Так что оставайтесь вместе с нами. Не забываем подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Ну а сейчас, я думаю, самое время узнать, какая же погода за окном. Температура на 6 часов утра в центральных районах составляла 4,2 градуса ниже нуля. В заречной группе районов минус 4, минус 1. В южных районах 3,1 градуса мороза. В Вилюйской группе потеплее от 0 до плюс 5 градусов. В Нижнеленских минус 1, 0. В западных плюс 4, плюс 6 градусов. В Колымо-Индигирской группе улусов температура минус 2, плюс 6 градусов. В Янских 9,1 градусов ниже нуля. На северо-западе минус 4, плюс 2. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла 2 градуса мороза. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем нас ожидает погода без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем составит 6-8 градусов тепла. Ну а теперь давайте узнаем, что же произошло за эту ночь в регионе, в стране и в мире. Минувшим днем в алмазной столице анонсировали, что сегодня в Мирном стартует кинофестиваль «Экология на большом экране». 10 дней в кинотеатрах, дворцах и домах культуры жители смогут бесплатно посмотреть фильмы, которых нет в интернете. В Мирнинский кинопрокат выйдет 12 картин из конкурсной программы 21-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа». Между тем, ДК Кулаковского сообщили, что 24 сентября у них состоится праздничная осенняя ярмарка с концертной программой. Здесь выступят не только народные коллективы, но и детские. Власти 11 регионов России снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах. В остальных 74 регионах страны носить такие средства защиты обязательно только при посещении медицинских учреждений. Так, в Ульяновской области обязали носить маски только в общественном транспорте, аптеках и организациях социального обслуживания. А в Забайкальском крае к этому перечню добавлены учреждения государственной власти. В Республике Алтай носить маски нужно нескольким категориям граждан, среди которых работники торговли, заведения общественного питания, транспорта, МФЦ, банков, почты, служб приема граждан в органах власти. При этом в Смоленской области это должны делать и посетители учреждений УФСИН. Также надевать маски надо в общественных местах, в государственных и медицинских учреждениях и общественном транспорте Бурятии. А в Туве такие средства защиты нужно носить в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях на открытом воздухе. Также это обязательно делать на транспорте или социальных учреждениях на Сахалине, в Хабаровском крае, Архангельской, Белгородской и Смоленской областях. Ну а следующая новость, которая произошла, пока вы спали, очень дорогую коллекцию игрушечных машинок продадут с аукциона. На продажу выставлены 1600 масштабных моделей автомобилей старой английской фирмы Dinky Toys.
Предположительно, это самая большая в мире подобная коллекция. Коллекционер Рон Вандерхорт увлекся этой темой в 1985 году и потратил 35 лет на то, чтобы собрать 1600 моделей. Он путешествовал по всему миру и искал объявления о продаже таких машин, истратив на свое увлечение какое-то огромное количество денег. А в зарубежной прессе утверждается, что жена умоляла коллекционера остановиться, но лишь в 22 году он решил, что уже хватит. Торги пройдут с 20 по 22 сентября на аукционе Vectis Auctions, который специализируется на игрушках. Но ожидаемая выручка коллекционера составит $285 тысяч. В свою очередь, НАСА рассказала о новых находках, которые достал марсоход Perseverance на поверхности Красной планеты. Аппарат обнаружил каменные породы, которые существенно отличаются от всех остальных. В этих породах оказалось самое высокое содержание следов жизни и органических веществ. Камни нашли у берегов кратера Эзеро, который сформировался около 3,5 миллиардов лет назад. Марсоход собрал 4 образца минералов. В них ученые обнаружили класс органических молекул. Они состоят из углерода, водорода и кислорода. Они также содержат следы азота, фосфора и серы. Наличие такой органики может свидетельствовать о наличии жизни в прошлом или об образовании ее в будущем. Каждый российский регион сможет вводить туристический сбор по желанию и самостоятельно устанавливать размер ежесуточного платежа. Такие положения содержатся в законопроекте, который члены Комитета Госдумы по туризму планируют внести в ближайшие дни. Но между тем операторы Российской Федерации рекомендуют россиянам брать в поездки в Турцию наличную валюту. Турецкие Денизбанки из Банкаси сообщили о прекращении операций с российскими картами МИР. Ну что, друзья, чем запомнился этот день в истории, давайте мы посмотрим в следующей нашей рубрике, которая является постоянной: даты и события. На календаре 20 сентября. Сегодня отмечают Всемирный день риса, День пиццы пепперони, День общественно полезного человека, День устраивания спонтанных чаепитий и Международный день летучих мышей. Из профессиональных праздников сегодня отмечают День рекрутера. Это праздник сотрудников, которые оказывают услуги по профессиональному подбору кадров. По народному календарю в эту дату чтут память преподобного Луки Каппадокийского, игумена Глубокореченского. В народе этот праздник посвящают луку. Люди начинают сбор урожая. До этого дня лук нового урожая не принято употреблять в пищу. В праздник хозяйки готовят блюда из красного и фиолетового репчатого лука. Также следили за приметами. Если на луке много шелухи, то погода будет морозной. События в этот день. В 1792 году во Франции разрешены разводы. В этот день в Санкт-Петербурге основана первая в России консерватория. В Петербурге открылись высшие бестужевские курсы, первый в России женский университет. Советский ледокол «Литки» завершил первое плавание Северным морским путем, совершенное за одну навигацию. В этот день родились Фадей Беллинсгаузен, русский мореплаватель, адмирал. Сид Чаплин, английский писатель. Григорий Пажинян, советский и российский поэт, писатель. Софи Лорен, итальянская актриса, певица, обладательница премии «Оскар». Джордж Мартин, американский писатель, сценарист, продюсер. Именины в этот день отмечают Ян, Степан, Сава, Петр, Николай, Михаил, Макар, Лука, Лев, Иван, Евгений, Григорий, Василий, Андрей, Александр. В Якутске стартовал Дальневосточный форум по занятости граждан с ограниченными возможностями «Вызов времени». Основной целью мероприятия является содействие в трудоустройстве населения, имеющего ограничения по состоянию здоровья. Подробнее о мероприятии расскажет Галина Чекурова. Саргалана Хаютанова еще 4 года назад поняла, что ниша сельского хозяйства является одним из самых востребованных в Якутии. Поэтому она обратилась в Центр занятости со своим бизнес-планом по изготовлению местного мороженого. И уже на протяжении 2 лет, несмотря на свой диагноз, занимается его производством. Даже в период пандемии, как утверждает героиня, она и ее семья не приостановили свою деятельность. Твердые мороженые есть. Из молока делается. И я продавала в 3 магазинах города Якутска. Я с ними договорилась. Харастана магазин, Белемас и
Аласаха. С ними я договорилась и поставляла. Посетители ярмарки имели возможность приобрести изделия, сделанные предпринимателями. В рамках форума прошла еще и ярмарка вакансий, в котором приняли участие 13 организаций с более 280 вакансиями. Сегодня те граждане с ограниченными возможностями здоровья, которые сегодня подойдут в спорткомплекс 50 лет Победы, могут сразу на месте пройти собеседование у ряда заинтересованных работодателей, у которых есть квотированные рабочие места для наших граждан, и назначить собеседование у руководства, пройти и трудоустроиться. Всего сейчас по республике насчитывается около 58 тысяч граждан с ограниченными возможностями. Как утверждают работодатели и сами участники форума, такие мероприятия необходимо проводить намного чаще, так как у людей с ограниченными возможностями есть шанс жить полноценной жизнью. Всего на форуме поучаствовало 120 человек. Галина Чекурова, Георгий Григорьев, Якутск. Ну что, дорогие друзья, минувшим днем в столице региона стартовал Дальневосточный форум по занятости инвалидов «Вызов времени». Мероприятие проводится по инициативе Якутской региональной организации Всероссийского общества инвалидов при поддержке Госкомитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. В чем значимость этого мероприятия и какие вакантные места предложения для людей с ограниченными возможностями здоровья, поговорим сейчас в нашей студии с гостем. Это Марьяна Заровняева, руководитель отдела активной политики, занятости и государственного контроля Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, вот как остро стоит данный вопрос у нас в регионе и сколько вакантных мест предложено на ярмарке для людей с ОВЗ? Ну, во-первых, у нас Дальневосточный форум занятости проводится впервые в Республике Саха-Якутия по инициативе Якутского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. И он призван взаимодействовать общественных объединений с органами государственной власти по вопросу занятости инвалидов. Но у нас граждане с особыми потребностями особо чувствуют необходимость их поддержки не только в трудовых правах, но в целом по доступности объектов и услуг, так как Россия в 2008 году присоединилась к Международной конвенции о правах инвалидов. Вот с этого года на федеральном уровне, республиканском уровне началась более тесная работа, да, чтобы граждане почувствовали значимость свою и влились в социальную интеграцию общества. Да, Марьяна Викторовна, это, я думаю, очень актуальная тема, и мы об этом продолжим поговорить после выпуска новостей. Доброе утро, в эфире новости. Стартовал марафон помощи детям с тяжело больными заболеваниями. Инициатор марафона – Якутский республиканский наркологический диспансер. 16 августа на территории учреждения была проведена ежегодная ярмарка осени. Все заработанные средства от ярмарки передали благотворительному проекту «СОС. Дети Якутии». Организаторы проекта на протяжении почти 10 лет помогают семьям с тяжело больными детьми. В этом году вырученные средства будут направлены на оплату проезда в Якутию и работу специалистов из Санкт-Петербурга. Они проведут курс реабилитации для детей с ДЦП. И в нашу же очередь сейчас будет совместный проект с сообществом мам с детьми ДЦП, где они будут предлагать курсы реабилитации детишкам. В реабилитации будут участвовать 10 детей. Будут приглашены различные специалисты. И озвучена уже сумма к сбору – это 1 миллион рублей. В этом учебном году в школах Амгинского района прибыло 14 молодых специалистов, которые только закончили свое образование. Самое большое количество педагогов устроились на работу в Битюнскую СОЖ имени Николая Иванова. Это учитель истории, английского и русского языков. Их обеспечили общежитием. Также за каждым молодым учителем закреплен опытный наставник, который помогает в адаптации к педагогическому процессу. Вчерашние выпускники вузов полны энергии и готовы полностью погрузиться в интересную и ответственную профессию учителя. К сожалению, по району все равно наблюдается нехватка педагогов-предметников. Вакансий, к сожалению, у нас намного больше. И огорчает то, что дети, точнее выпускники университетов, специальных средних образований, не работают по своим специальностям.
помощь молодым специалистам оказывается посильная, скажем, да. Это, конечно, вот главы наследников обеспечивают их качественным жильем. Также имеются надбавки в зарплате, чтобы молодые специалисты получали не голый оклад. Да. Ну и коллективы, тоже профсоюз, оказывают посильную помощь. Лучшие работы талантливых учеников выставили на показ. В Мирюнской средней общеобразовательной школе номер 1 имени героя Гаврила Егорова ежегодно проходит творческая выставка учеников. Особенность выставки этого года в том, что тематика работ разнообразна. Здесь есть изделия из скульптурной глины и пластилина, разные вышивки, рисунки отличного качества, даже самодельные наклейки. Целью данного мероприятия – это выявление творческого потенциала учеников и дать толчок к дальнейшему совершенству. Все работы выполнены на отличном уровне. И главной целью нашей выставки является то, что мы узнаем интересы наших учащихся. Тем самым мы их записываем в наши кружки. В нашей школе действует примерно 20 кружков и секций. Все работают во благо развития наших учащихся. 2 якутских фильма стали призерами Амурского фестиваля кино и театра. Фильмы «Белый ангел тундры» Лукина и «Наша земля» Бурнашова участвовали в конкурсе полного метра. Фильмы стали призерами 20-го юбилейного фестиваля кино и театра «Амурская осень». Открытый российский фестиваль проходил с 11 по 18 сентября в Благовещенске. Якутские картины принимали участие в конкурсе полнометражного метра. «Белый ангел тундры» Александра Лукина получил специальный приз Министерства культуры Амурской области за обращение к теме гуманизма и сохранения исторической памяти. Драма «Наша земля» Степана Бурнашова взяла приз за лучшую операторскую работу. Мы желаем всем доброго утра, всем, кто к нам присоединился в эфире на телеканале Якутия-24, НВК СХ, передача «Утро Якутии». Ну и мы продолжаем наш разговор с нашим гостем о Дальневосточном форуме по занятости инвалидов «Вызов времени». Марьяна Викторовна, еще раз здравствуйте. Давайте поздороваемся с теми, кто к нам присоединился сейчас. Но мы продолжаем тему разговора. И скажите, вот сколько вакантных мест предложено на ярмарке для людей с ограниченными возможностями здоровья? Вчера на ярмарке вакансий было представлено более 100 вакансий. Это в основном в банковской сфере и сфере образования. Приняли участие отделение Национального банка России, Алмаз-Эркенбанк и многие субъекты малого предпринимательства. Но в основном у нас 116 вакансий на сегодня на единой цифровой платформе «Работа в России». Но это мало. На самом-то деле работодатели обязаны предоставлять свободные вакансии согласно статье 25 Закона о занятости. До сих пор у нас еще не выполнена квота для создания рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Сейчас она исполнена на 76%. Скажите, вот какие условия созданы для людей с инвалидностью? У нас идет целенаправленная работа, как я сказала, да, сформирована нормативно-правовая база, во-первых, налажено тесное взаимодействие со всеми федеральными органами, это отделение пенсионного фонда, медико-социальная экспертиза, главное бюро, а также с общественными объединениями инвалидов, которые у нас действуют в Республике Саха-Якутия, их всего у нас около 5 общественных организаций. А на сегодня сколько людей с ограниченными возможностями здоровья трудоустроены и какие это в основном вакансии? У нас в службу занятости населения обращаются в целом около 1200-1300 граждан с особыми потребностями, и из них 40% трудоустраивается. Но сейчас в условиях пандемии активность немножко снизилась. Сейчас на сегодня у нас более 600 человек обратилось, и из них трудоустроены треть, это около 200 человек. В основном они трудоустраиваются разнорабочими, курьерами, слесарями, и больше в общепит поварами, кондитерами. А как активно, допустим, работодатели берут людей, граждан с особыми потребностями? У нас всего, по данным Пенсионного фонда Российской Федерации, 51 тысяча инвалидов. Из них трудоспособного возраста 28 тысяч. И сейчас работает около 7,5 тысяч граждан с особыми потребностями.
Но мы должны к 2024 году добиться 14 тысяч, чтобы 14 тысяч граждан с особыми потребностями уже работали. У нас с 2012 года реализуется закон о квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности поиска работы. И для организаций со среднесписочной численностью от 35 до 100 установлена квота 22%, от 100 работников 3%. И вот данные работодатели обязаны создать рабочие места и принять на работу гражданина с особыми потребностями. А в свою очередь, какая господдержка оказывается для людей с ограниченными возможностями здоровья, да, и для их трудоустройства? Ну, служба занятости населения, все государственные услуги для граждан с особыми потребностями оказываются в приоритетном порядке. Во-первых, это государство дает дополнительные гарантии для граждан с особыми потребностями и на профессиональное обучение направляем, если гражданин не имеет образования. Ну и в рамках нашей государственной программы содействия занятости населения действует подпрограмма повышения занятости инвалидов. И у нас там 3 мероприятия. Первое это для стимулирования работодателей, чтобы они взяли на работу инвалидов. Это, во-первых, создание оборудованных, оснащенных рабочих мест. Во-вторых, это организация сопровождения инвалидов. В этом случае мы работодателям возмещаем до 4 месяцев заработную плату инвалидов до уровня МРОТ, а также наставнику. И третье мероприятие – это обучение наших инспекторов по работе с гражданами с особыми потребностями. А скажите, вот, допустим, кто-то сейчас смотрит наш эфир и хотел бы трудоустроиться, да, как можно попасть на ярмарку, где она проходит, и вообще вот по итогам ярмарки, да, по планам, сколько человек, возможно, будет трудоустроить? Вчера подошло около 200 человек, и 6 граждан обязательно возьмут на работу. Уже вчера они прошли собеседование, если все сложится, тогда их обязательно возьмут. Треть, мы думаем, что положительное решение будет. Для того, чтобы найти работу, обязательно через единую цифровую платформу на работу в России нужно подать заявление. И уже гражданину с особыми потребностями будет назначен куратор, он будет с ним непосредственно работать и помогать найти ему работу. Просто с 1 января у нас закон о занятости, заявления подаются только через единую цифровую платформу. То есть сначала подается заявка, и потом уже можно будет пройти собеседование. Но если ему трудно туда зайти, он подходит в Центр занятости населения. У нас Петра Алексеева 19/3, и инспектор ему помогает заполнить данное заявление на отдельном рабочем месте компьютере. Марьяна Викторовна, спасибо вам большое, что вы посетили наш утренний эфир с очень полезной информацией. Ну а мы продолжаем, дорогие друзья, и хотелось бы вас познакомить с еще одной новостью. Ученые из Арктического государственного агротехнологического университета решили облегчить работу сказочного персонажа братьев Гримм. Ну, все мы знаем прекрасную Золушку. И, конечно, помним, как злая мачеха в одном из эпизодов сказки заставила бедную Золушку перебрать зерно. Она рассыпала крупы на пол и приказала Золушке перебрать их, разложив по тарелочкам. Как с этой задачей справились бы наши ученые и какие еще разработки, созданные в стенах агротехнологического университета, в материале нашего корреспондента. Будь в наше время Золушка, успевала бы все, и даже оставалось бы у нее свободное время. Ведь сегодня, чтобы разделить семена от мусора и прочих примесей, нужна лишь разработка наших ученых из Арктического государственного агротехнологического университета. Путем простой гравитации, без применения электричества, можно решить данный вопрос. Вот если бы у нее такая была машина, соответственно, сказка была бы по другому сценарию. Но это, опять же, я говорю, шутка наша, да? Но, тем не менее, это достаточно тоже эффективно работает на легко отделимых. Я здесь акцентирую на легко отделимых примесей. То есть здесь у нас делится по толщине, по размерам. Значит, то есть что-то у нас проходит, а мелкие, значит, примеси у нас выделяются. Простыми словами, проходя через эту установку, зерна фильтруются через специальное так называемое сито и разделяются от мусора. В итоге мы получаем совершенно идеально сортированные зерна. А вторая разработка уже чуть более автоматизированная и работает на электричестве. Данная разработка у нас называется пневмоклассификатор сыпучих продуктов. В данном случае мы ее применили для классификации зернового материала.
Вот. Конструкции, в отличие, допустим, у нас были аналоги польские, значит, там и так далее, но у них был один недостаток, то есть навеска была всегда небольшая навеска, и все это имело периодичность, да, то есть, значит, навеску повесили, включили, потом обратно поставили и так далее. В данном случае наша конструкция, она позволяет вести непрерывный процесс. По словам разработчиков, новый аппарат более дешевый, в отличие от своих зарубежных аналогов, и прост в применении. Разработка данного классификатора была необходимой для осуществления учебного процесса для студентов. А аналоги зарубежные, которые выпускались в Германии, в Дании и других европейских странах, они стоят порядка более 10 тысяч евро, 10-20 тысяч. И, естественно, за такую стоимость приобретать машины для университета это очень дорого. Что первый, что второй можно применить у себя в хозяйстве. Но в отличие от первого, вторую установку можно применять в более расширенном варианте. Например, при чистке брусники, кедровых орех и других сыпучих продуктов и ягод. Это лишь часть разработок ученых и профессоров Арктического государственного агротехнологического университета. Новый статус «Университет» открыл преподавателям учебного заведения новое дыхание и новые возможности для научных и технологических открытий, что не только упрощает методику обучения и подготовки новых специалистов, но и упрощает нашу с вами жизнь. Дмитрий Тымыров, Виктор Дичковский, Якутск. Ну а далее в продолжении нашего эфира будет традиционная рубрика «Говорим правильно». Ну и мы продолжим говорить о фразеологизмах. Это устойчивые словосочетания, которые мы используем в повседневной жизни. Давайте посмотрим. Доброе утро, дорогие телезрители. Во время прошлых наших встреч мы говорили с вами о фразеологизмах, которые пришли в нашу речь из Библии. Такие фразеологизмы называются библейскими. Но Библия является не единственным источником возникновения фразеологизмов. Они могут прийти к нам из художественной литературы, вспомните всем известное «быть или не быть», а еще могут прийти из профессиональной речи. Например, таким фразеологизмом, который к нам пришел из профессиональной речи, является выражение «пуститься во все тяжкие». У этого фразеологизма, по мнению Сергея Ивановича Ожегова и Натальи Юрьевны Шведовой, авторов словаря русского языка, есть два значения. Первое значение – это начать делать что-нибудь, используя все пути, все возможности. А второе значение, которое, возможно, мы чаще используем, и характерно оно для разговорной речи, то есть для повседневного, бытового общения, это начать вести себя предусудительно. Чаще всего мы так говорим, когда дело касается о каких-то пороках или злоупотреблениях. Откуда же взялось это выражение? По мнению исследователей и составителей словаря справочника «Крылатые выражения» Марии Григорьевны и Николая Сергеевича Ашукиных, это выражение пришло к нам из речи звонарей. Дело в том, что в древние времена тяжелые колокола называли тяжкие. И звонить по ним нужно было определенное время и определенным образом. Поэтому, возможно, народ творчески переосмыслил эту фразу и по аналогии с тяжким грехом создал выражение «пуститься во все тяжкие». Это не единственная версия, которая раскрывает, как возникло это выражение. У Ежи Лисовского есть другие версии, которые тоже, возможно, заслуживают внимания. Вы можете ознакомиться с ними в просторах интернета. Давайте говорить правильно. Всего доброго.
Действительно, вот так вот живешь и даже не задумываешься о подобных вещах. Но все они берут, конечно же, свои корни с древности и имеют свою историю. Ну, а я думаю, что самую большую историю имеют, конечно же, сказки. И я думаю, что нет детей на свете, которые их не любят. Ну и, по счастью, мне такие дети не встречались. Ведь сказки — это неотъемлемая часть нашего детства. Это естественная составляющая повседневной жизни ребенка. Например, сказка служит инструментом для встречи ребенка с самим собой. События, происходящие с героями сказки, имеют сходство с событиями из реальной жизни детей. На самом деле сказка учит очень многому, и вообще в жизни каждого человека есть место именно сказки. Ну и пусть будет так всегда. В нашей рубрике «Книжная полка» дети поделятся своими любимыми сказками и книжками. Добрый день, меня зовут Николаева Арина, мне 9 лет. Я учусь в городской классической гимназии в 3 классе. Сегодня я вам хочу рассказать о своей любимой народной немецкой сказке «Кукушка». В ней говорится о бедной женщине, у которой было 4 сына. Женщина так много трудилась, что очень сильно устала и заболела. Она просила своих детей принести ей воды, но дети не слушались свою маму и продолжали играть на улице. Чем закончилась эта сказка и почему кукушка с тех пор не вьет себе гнездо, вы узнаете, прочитав эту сказку. Эта сказка учит любить родителей, уважать их, быть внимательнее к ним и всегда быть рядом с ними. Желаю вам всего хорошего и читайте много добрых сказок. До новых встреч! Ну а в Сунтарский район на косу Соколиная выпустили мальков-осетров. Это стало возможным благодаря экологической программе компании «Алроса». Более подробно в следующем материале. Экологи Алросы завершают сезон зарыбления этого года. Финальный аккорд – выпуск в Вилюй 15 тысяч мальков сибирского осетра. Икру искусственно вывели на Чернышевском рыбзаводе. В Сунтарский район на косу Соколиная приехал министр экологии Якутии Евгений Перфильев, заместитель гендиректора Алроса Алексей Дичковский и другие. До места выпуска мальков везли в контейнере, который завод купил этой весной. Опыт положительный. В дальнейшем будут докупаться такие же емкости, что позволит расширить географию зарыбления до города Ленска и до города Якутска. Дальность перевозки может составлять более суток. При условиях подмены воды в емкость подается чистый кислород, поэтому можно перевозить на более длинные расстояния и уже более крупные навески рыбу. В этом году экологи Алросы зарыбляли якутские водоемы 5 раз. В реки выпустили почти 2,5 миллиона мальков разных видов. Чтобы выпустить такое количество подрастающей рыбы, компания выделила 17,5 миллионов рублей. Ну а в соседнем Хангаласском районе объявили акцию по сбору урожая для братьев наших меньших. Ведь витамины нужны не только людям, но и животным. Поэтому в зоопарке Арто-Дайду объявили акцию «Золотая осень» по сбору урожая для животных. Ну а подробнее об этой акции расскажет наша коллега из Хангаласского ЛУСа Виолетта Засимова. Акцию «Золотая осень» якутский зоопарк проводит вот уже несколько лет и охватывает 2 осенних месяца – сентябрь и октябрь. От населения принимают только определенные продукты. Ботву от моркови и свеклы, мелкий картофель, тыкву, огурцы, кабачки, ягоды брусники, боярышника, рябина кизильника, черемухи и шиповника. Все эти дары осени предназначены для копытных животных, например, коз, овец, северных оленей и так далее, а также для зайцев и кроликов. Я бы хотела подчеркнуть, что это не значит, что наши питомцы страдают от голода, как многие бы так, наверное, подумали. Нет, это, конечно, не так. Все, они питаются все по рациону, а это такая осенняя улыбочка, витаминизация, подкормка, которая необходима. В свою очередь, жители не только Хангаласского улуса, но и других районов республики почти ежедневно привозят для обитателей зоопарка свои угощения и оставляют у входа.
У нас есть сектор обработки кормов, они, значит, это все принимают и уже распределяют. Вот это пойдет вот этому животному, это пойдет этому животному. Ну и вот так вот регулируется. Акцию «Золотая осень» не первый год поддерживает Актемская средняя школа. В этом году дары со своих огородов привезли первоклассники. Что ты сегодня привез и кому? Зайчикам принес морковку. Я яблоко и кабачок принесла. Яблоко для зайчика, а кабачок я не знаю для кого. И вы можете порадовать питомцев якутского зоопарка своими угощениями. Акция продлится до конца октября. Виолетта Застимова, Федор Тарасов из Хангаласского улуса специально для «Утра Якутии». На самом деле очень позитивная, очень хорошая акция, поэтому, друзья, если вы желаете покормить животных нашего зоопарка, то добро пожаловать в Ортодайду. Ну а в Ямало-Ненецком автономном округе, так же как и у нас, разводят овцебыков. Сегодня около сотни парнокопытных обитает на территории природного парка Ингелор в Приуральском районе округа. Ну а более подробно, какие успехи у ямальцев, давайте посмотрим в следующем материале. По информации Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, питомник признан самым крупным в мире. Как рассказал заместитель начальника отдела по организации работы природного парка Ингелор Игорь Дроздов, территория занимает площадь чуть меньше 1 000 000 гектаров. На территории участка Ингелорский состоит он из 3 участков. Кстати, на территории данного участка, где мы находимся, расположены 2 вольера. Периметр с обоих вольеров составляет по 10 километров. Вот. Всего в вольерах содержится в районе 100 овцебыков с учетом приплода текущего года. По его словам, дежурство в парке осуществляется круглосуточно и круглогодично вахтовым методом. В задачи входит, значит, контроль за соблюдением режима особо охраняемой природной территории, значит, проведение биотехнических мероприятий, ну, конечно же, задача по содержанию овцебыков в полувольных условиях, плюс еще есть небольшой табун лошадей. Вот, обучаем их, готовим, возможно, к какой-то дальнейшей работе и в хозяйственных целях, и, возможно, даже в туристических. Только за последние 5 лет сотрудники парка уже дважды производили выпуск овцебыков в дикую природу. За время моей работы мы производили выпуск дважды. Если не ошибаюсь, это был 2017 год, выпускали 50 особей овцебыков. И в прошлом году тоже было выпущено, если не изменять память, 20. Помимо сотрудников природного парка Ингелор, к работам на территории питомника в этом году подключились группы волонтеров из Арктического центра добровольчества. Это первая добровольческая миссия на территории природного парка Ингелор. Таких заездов будет 2. Один сейчас в августе, второй в сентябре. По 6 человек в каждой группе, а всего в адрес организаторов поступило 130 заявок из 30 регионов России, Казахстана, Белоруссии. Интерес огромный. Ребята, которые подавали заявку, все с огромным опытом и очень крутые. Конечно, нам было непросто отобрать тех счастливчиков, кто попадут и сюда в первые заезды. Она добавила, что опытные волонтеры будут помогать сотрудникам питомника в ремонте вольеров. Название Ингелор, что в переводе с ненецкого означает «ледяное озеро», парк приобрел в 2022 году. Ранее природный парк носил название «Полярно-Уральский», а создан был в 2014 году. Ну что, дорогие друзья, мы рады приветствовать всех, кто к нам присоединился. В эфире программа «Утро Якутии». Ну и, конечно, мы по традиции ждем ваши новости, поздравления на наш номер 8-914-273-44-88. Ну а также можете оставлять ваши комментарии в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Но в продолжении хотелось бы рассказать об одной очень милой истории. Жительница Анапы приютила енота, которого бросили предыдущие хозяева. Оказалось, что это не первое животное, которое приютила жительница Краснодарского края. Кто еще проживает вместе с енотом сейчас? Давайте посмотрим в следующем материале. В начале августа женщина увидела объявление о брошенном еноте в интернете. Подписчики в комментариях к постам писали: «Зайку бросила хозяйка».
Елена не смогла остаться равнодушной и решила забрать зайку в свой домашний зоопарк. Потому что все еноты у нас, они отказники, брошенные. Бонь. Вот. Ну, не знаю, ёкнуло сердце реально помочь ему. Шансы у такого енота найти дом себе новый, ну, равны нулю. Потому что он агрессивный и непредсказуемый. Люди думают, что это действительно веселая игрушечка. Так зверька из Казани за 2 дня доставила в Анапу за такси. Сперва новый житель подружился с сородичами и даже позволял Елене себя погладить. Но, как рассказала женщина, характер животного оказался непредсказуемым. Ну, это хищник, это серьезный зверь, который меня укусил, он мне прокусил вену на ноге. Кровище было море. Поэтому, ну, и его за это не накажешь, его не воспитаешь, что так делать можно, так нельзя. Это не собака. На своей территории женщина строит отдельный вольер, где будет жить зайка, отдельно от других зверей. Она также отметила, что у такого животного практически нет шансов найти себе новый дом. Это мы строили вольер для новеньких, маленьких, которых весной подобрали. Ну, 1/3 вольера мы отдадим зайке. Тут у них как зимний. Внутри у них дверь есть, перегородка, у него там будет полвагончика своего. И вот здесь 1/3 этого, потому что его пускать со всеми как бы не очень безопасно, пока характер не узнаем. Сегодня у Елены проживают 13 енотов-отказников, 45 собак, около 40 кошек, насуха и спасенный с бойни конь. В планах у Елены расширение домашнего зоопарка и строительство новых вольеров. Но мы продолжаем наш эфир. Это «Утро Якутии». Сейчас мы поговорим о реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, реабилитационный центр для детей и подростков реализует программу детей с ОВЗ. Это совместный проект учреждения вместе с Росатомом, благодаря которому дети могут пройти полную комплексную диагностику. Ну а более подробно о данной программе нам расскажет наш гость в этой студии. Это директор Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Зинаида Семеновна Максимова. Зинаида Семеновна, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, с какого года данный проект реализуется? Ну, проект реализуется у нас недавно, с 1 марта. Это один из проектов нашей работы. Наш центр работает, он очень молодой, работает всего 5-й год. И в будущем году будет 5 лет, как мы открылись. Угу. Ага. А кто может рассчитывать на помощь? Ну, все дети с ограниченными возможностями здоровья. Это не только дети на инвалидности, дети, у которых есть какие-то трудности в развитии, трудности в общении, коммуникации. Все могут к нам обратиться. Угу. А каким образом, как вообще, как происходит процесс, происходит реабилитация детей? Реабилитация детей. Вот этот проект, о котором вы говорили, он как-то упорядочил нашу работу. Конечно, перед тем, как ребенка взять на реабилитацию, то есть на восстановление или на создание того, что какие социальные навыки не организовались у ребенка, то надо знать, да, почему это произошло и как надо этому помочь. Вот эта диагностика всегда делалась. Но сейчас вот в связи с этим проектом у нас идет комплексная диагностика. Это, в общем-то, необычно, можно сказать. Вот в кабинете у нас сидит 5, 6, 7 иногда специалистов, и они одновременно смотрят ребенка, и каждый смотрит свою часть, где проблема ребенка и как можно составить программу его развития и реабилитации. Угу. Вообще вот вы отметили, да, кто более подробно, какие специалисты работают с детьми? Наше отличие от других, наверное, центров и учреждений, которые занимаются с детьми, это социальная реабилитация. Как мы знаем, вот люди очень часто путают, то есть у нас здравоохранение, да, где фиксируется, что со здоровьем ребенка что-то не так, и развитие будет, задержка в развитии, или как-то совсем по-другому ребенок будет развиваться. Ребенок потом идет, как правило, учреждение образования, да, где его там дают какие-то умения, знания, и дальше нормальное развитие. А вдруг это не получается? И вот тогда требуется социализация.
А какие еще программы реализуются в вашем центре и сколько детей могут рассчитывать на такую помощь? Вот, и вот с этой комплексной реабилитацией в этом году, мы давно уже работаем по международной классификации функционирования организма. Это то есть, как организм должен функционировать нормально, и если него чего не хватает, там по шкалам мы его смотрим, решаем и как-то вот к нему идем. И есть у нас еще программа «Ранняя помощь». Это от 0 до 3 лет. То есть как только ребенок родился, но, к сожалению, бывает уже в роддоме ребенка мы видим, что есть большие проблемы в развитии, тогда ребенку дают инвалидность. Или же после этого есть дети группы риска. Это дети, которые имели какие-то проблемы в рождении, да, или проблема у матери была. Или сейчас очень много детей, которые рождаются с малым весом, и которым мы сохраняют жизнь, чтобы они дальше пошли. Они все равно будут в группе риска. Это не обязательно, что там что-то будет, какая-то проблема. Вот мы их берем на учет и начинаем наблюдать, заниматься с ними. Это вот еще одна такая программа, и она очень хорошая, перспективная. Чем раньше начинаем заниматься с ребенком, тем лучше у нас будут результаты в нашей работе, в нашей деятельности. Ну вот на экране нам недавно показывали видео, да, там есть даже у вас бассейн. Вот какие еще вот есть основные какие-то кабинеты, вот особенности вашего центра? Да, и я хотела вот говорить, вот в связи с этим у нас еще есть 25 пакетов, называется. Это вот 25 программ, они делятся по 5 нозологиям нарушения. Это могут быть нарушения опорно-двигательной системы. Все знают, что ДЦП, но там много разных нарушений может быть. Нарушения сенсорные, то есть зрения, слуха, нарушения речи, ну и ментальные нарушения. То есть то, что мы предполагаем развитие ребенка, а вдруг у него по другому пути он будет развиваться. А вот каким образом вот Росатом, казалось бы, такой это немножко из другой сферы, вот у вас есть совместный проект? Это такие проекты идут социальные, не только у нас. Много проектов, насколько я знаю, есть и в здравоохранении, и в образовании, ну и в нашем социальном министерстве тоже несколько проектов. А насколько доступна эта программа, допустим, для простых граждан, и куда они могут обратиться, чтобы попасть? Ну, не только эта программа вот как бы упорядочила нашу работу, в данном случае диагностику. Раньше диагностика шла, все шли по отдельным кабинетам, в каждом кабинете сидели в очереди, занимало какое-то время. Но мы знаем, к нам приходят дети уже с диагнозами, да, уже с какими-то заключениями и от здравоохранения, образования. Ну и родители сами тоже видят иногда, что-то происходит с ребенком. А здесь у нас уже мы комплексно решаем для реабилитации, что нужно будет по этому ребенку. И как раз вот пакеты мы будем тогда запланируем и будем дальше заниматься. И как можно попасть в ваш центр? В наш центр попасть можно, конечно. Мы для этого и созданы. Сегодня мы в день принимаем где-то около 200 детей с родителями. Почему? Потому что родитель должен находиться рядом и заниматься с тем, чтобы ребенок нормально развивался. Ну, не только на нашем случае, наверное. Но первое для детей-инвалидов — это к нам отправляют по направлению управления социальной защиты по месту проживания ребенка. Это уже заранее они там стоят в очереди, создается список, и по этому списку к нам каждый раз приезжают. И с другой стороны, могут к нам сами обратиться, если дети есть дети, расстояние, все прочее, хотя из дальних улусов проезд оплачивается Министерством труда и социального развития. Вот. Но если кто-то не приехал, какие-то там у нас места оказались, то вот к нам можно позвонить 318-005, это наш номер нашего телефона. Так, и также мы принимаем детей по обязательному медстрахованию, но там идет только медицинская реабилитация. Это можно обратиться к участковому педиатру или неврологу.
Спасибо большое, Зинаида Семеновна. 318-005, еще раз повторю номер телефона. Но, дорогие друзья, мы продолжим и сейчас узнаем, какие новости произошли в республике, стране и в мире к этой минуте. Вы смотрите новости. Доброе утро. В столице стартовал Дальневосточный форум по занятости граждан с ограниченными возможностями «Вызов времени». В рамках форума прошла ярмарка вакансий, в которой приняли участие 13 организаций и 127 соискателей. А также выставка-ярмарка, где самозанятые представили свою продукцию. Далее в рамках форума пройдут различные дискуссии на темы проблем трудоустройства граждан с ограниченными возможностями и другие мероприятия. Форум продлится до 21 сентября во Дворце спорта «50 лет Победы». Сегодня пригласили наших активных работодателей, которые заинтересованы в трудоустройстве инвалидов. Также пригласили положительные примеры наших самозанятых граждан с определенной группой инвалидностью, для того, чтобы они поделились своим опытом, как можно обратиться в Центр занятости населения Республики Саха-Якутия и получить государственную социальную услугу. В Якутске пройдет благотворительный концерт в поддержку Луганской и Донецкой народных республик. Мероприятие состоится 20 сентября в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Все собранные средства будут направлены на приобретение товаров первой необходимости. Так, жители и гостей столицы ждут выступления звезд эстрады, а также виртуозов Якутии и вокального ансамбля «Туймада». Кроме того, что в поддержку ЛДНР выступят и творческие коллективы Дома дружбы народов. Зима не за горами. Мы знаем, что в каких условиях находятся сейчас жители Луганской и Донецкой Народной Республики, где нету ни воды, ни электричества, вся инфраструктура разбита. Поэтому, конечно, нам бы хотелось, чтобы концерт был у нас полным. Да? Призываю наших жителей, чтобы они тоже также могли перечислить средства на якутское отделение Красного Креста. Впервые за последние 2 года традиционный праздник студентов первого курса Северо-Восточного федерального университета состоялся в очном формате. Мероприятие прошло на стадионе «Юность». Напомним, что в этом году в СВФУ поступило около 5000 первокурсников по всем направлениям. Также после долгого перерыва прошел парад студенческих организаций. В этом году программа посвящена 125-летию Максима Кировича Амосова и 100-летию ЯССР. Организаторы рассказали об истории и связи Максима Амосова с университетом. Я вдохновлен тем, что они достаточно активные, да, и уже с первых дней проявляют активность, да, очень интересуются. Уже на те выходные был слет «Время первых» по первокурсникам, да, там тоже очень активно все выступали. Уже 2-й раз для меня этот праздник проходит. Вообще сногсшибательно. Сегодня очень много людей и настроение просто класс. На телеканале НВК «Саха» стартовал 59-й телевизионный сезон. Новинки сериалов, обновленные студии и качественный подход к вещанию. Так, в этом году руководство компании пересмотрело вечернюю линейку и запустило новую передачу, более направленную на мужскую аудиторию. Кроме того, в программу вещания добавили развлекательный контент. Это, к примеру, «Аланхо Баттл», продолжение передачи «Ункюле», «Кубок НВК «Саха» и многое другое. Ко всему прочему, в этом сезоне будут запущены 5 сериалов. Стартует 26 сентября, а 27 октября наших зрителей ждет сюрприз этого сериала. 3 сериала монтируются, 1 на стадии съемки, 1 сериал. И мы в этом году заказали у сторонних производителей 2 ситкома. На этом все. Хорошего дня. Но, в свою очередь, очень теплое поздравление поступило к нам на наш номер. Я бы хотел с огромным удовольствием зачитать. Сегодня, 20 сентября, исполнилось 90 лет нашей учительнице, ветерану педагогического труда, обладателю знака «Учитель учителей» Галине Николаевне Пономаревой. Дорогая, любимая наша Галина Николаевна, от всей души поздравляем вас с юбилейным днем рождения, 90-летием. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, неиссякаемой энергии, счастья, радости. Оставайтесь всегда такой
такой же жизнерадостной, прекрасной, обаятельной и мудрой. Спасибо за то, что вы у нас есть. Мира, добра и тепла вам и вашим близким. Мы вас любим, ценим, крепко обнимаем. С юбилеем! Ваши бывшие ученики 10 Б класса 1987 года выпуска школы номер 14 города Якутска. Ну а мы, конечно же, также присоединяемся к поздравлениям. Галина Николаевна, поздравляю вас с юбилеем. Ну а также хотелось бы напомнить, что сегодня в 18:30 состоится благотворительный концерт в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик. Концерт пройдет в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в помощь жителям ДНР и ЛНР. Участие в концерте примут Сахая, Аскалон Павлов, Варя Манатова, Чискырый, Василена Шарина, виртуозы Якутии, государственный вокальный ансамбль Туймада, творческие коллективы Дома дружбы народов Кулаковского и другие. Стоимость билета составляет 500 рублей. Приглашаем, дорогие друзья, в 18:30 в Дом дружбы народов имени Кулаковского. Ждем вас. Ну и, конечно же, я думаю, что все деньги пойдут на благое дело. Ну а сейчас настало время объявить имя победителя нашего вчерашнего конкурса видеопоздравлений, который мы проводим на нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Поэтому подписывайтесь обязательно. А победителем сегодня становится Татьяна Семеновна, наша активная зрительница и подписчица нашего канала. Именно она единственная вчера успела записать видеопоздравление и отправить нам на наш телеграм-канал. Мы ее поздравляем и, конечно же, с огромным удовольствием передадим вот этот замечательный подарок – билет в кино. Ну что, дорогие друзья, мы желаем вам всего самого наилучшего, желаем бодрого утра и отличного начала рабочего дня. Увидимся с вами в это же время завтра на телеканале Якутия-24, на канале НВК Саха и узнаем самые новые интересные новости. До новых встреч в эфире. До завтра.